Красные гвоздики сегодня несли к памятнику Гавриилу Державину почитатели его таланта. Здесь поэты республики, представители Российского союза писателей, юристы, представители общественности. Такими земляками гордится вся Россия. И то, что приехал Союз писателей России, приехал именно на Державинский фестиваль, на праздник, да, это дань нашего уважения всей России именно вот этому имени. То, как вы чтите. Гавриил Державин вошел в историю не только как писатель. Он прошел путь от гвардии рядового до министра юстиции Российской империи. Был личным помощником Екатерины II. Его перу принадлежит первый неофициальный гимн России. Державин, безусловно, наш великий земляк, выдающийся деятель, выдающийся государственный деятель, замечательный поэт. И возвещает мне, как там цветет весна, как время катится в Казани золотое. Еще одна традиция дня рождения Гавриила Романовича – это посещение державинских мест. И, конечно же, здесь не обойтись без Лаишевского района. В селе Сокуры он родился. Там же в небольшой часовне венчались его родители. Здесь, в селе Егорьево, они похоронены. Очень часто Гавриил Державин будет вспоминать родной край в своем творчестве. Талантливый изыскатель, мудрый государственный деятель. Тайного советника Екатерины Великой и сейчас называют отцом русской литературы. Державин, как сегодня у его памятника в Казани, уникальный человек, объединяет не только русские и татарские народы, он объединяет служение творческое и государственное. Жители Лаишева бережно хранят память о том, кто воспел колыбель своих первоначальных дней. В районе названа именем Гавриила Романовича Державина и школа в Сокурах, и площадь, и музей, который мы в этом году ремонтируем, в этом году мы открываем. Названо сельское поселение Державина и одноименная деревня его именем. Елизавете Викторовне Демидовой-Петровой. Вот уже более 20 лет в день рождения поэта называют имя лауреата премии его имени. В этом году ее вручают за научные изыскания в области юриспруденции. Им стала доктор юридических наук Елизавета Демидова-Петрова. Более 15 лет она писала монографию о преступности несовершеннолетних. Чувствую счастье. Я очень рада, безгранично рада, поскольку все это время рядом со мной была моя семья, которая меня поддерживала, меня вдохновляла. Очень серьезный пласт информации. Это и судебную практику, и материалы уголовных дел, то есть серьезные эмпирические данные. Он хотел создать эффективную судебную систему, которая базировалась бы на интересах государства и личности. И, наверное, эти вопросы сегодня сохраняют свою актуальность. На соискание премии было заявлено 7 работ. Сегодня представители Союза писателей России предложили республиканский конкурс сделать всероссийским. Инициативу поддержали в Минкульте республики. На следующий год Державину исполнится 280 лет. Алия Хайрудинова, Данил Филатов, Игорь Романов, ТНВ, Казань, Лаишевский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.